Да что в голове у этих властей? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что возмутило всех таджиков. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого нового. Родные Шахиды Мамаджоновой, матери живущего в Германии таджикского блогера Шерзода Мамаджонова, утверждают, что ни разу не было с ней ни одного официального свидания после задержания в начале прошлого месяца. Сам блогер рассказал, при каких условиях его маму могут выпустить из СИЗО. Шахиду Мамаджонову 3 февраля вызвали в отдел милиции в Багдате. Домой она не вернулась. Министерство внутренних дел Таджикистана только вечером 8 февраля подтвердило, что женщина взята в предварительное заключение. Родным Шахиды Мамаджоновой сообщили, что она подозревается в сотрудничестве с запрещенным в стране движением Группа 24. Близкие задержанной сразу заявили, что не согласны с предъявлением ей обвинением. Шахиде Мамаджоновой по статье 307 части 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. Мать задержанной Идима Мамаджонова сообщила 2 марта, что каждый день передают Шахиде в СИЗО домашнюю еду. Несмотря на обещания, МВД ни разу не было с ней ни одного официального свидания после задержания, говорит она. Ранее МВД утверждала, что права арестованной соблюдаются и ей предоставлена возможность свиданий с родственниками. Тем временем коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане сообщила, что наняла адвоката для защиты Шахиды Мамаджоновой. Адвокат уже несколько раз встретился с ней в СИЗО. Шахида Мамаджонова на условия своего содержания под стражей не жаловалась, сказала в беседе сотрудница коалиции против пыток. Источник, близкий к следствию, сообщил, что главным доказательством вины 45-летней Шахиды Мамаджоновой является страничка в Фейсбуке, на которой она якобы размещала пропагандистские материалы группы 24. Ранее Дима Мамаджонова заявила в беседе с радио Азади, что 3 месяца мобильный телефон ее дочери находился у сотрудников милиции Багдата. Они, конечно, могли разговаривать с кем угодно по этому телефону и поставить лайки, отметила она. А как вы думаете, возможно ли это, что это обычная провокация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикский блогер Шерзод Мамаджонов, известный в соцсетях как Абдурахман 09, считает, что его мать была задержана из-за его блогов. Мамаджонов сейчас живет в Германии, он неоднократно критиковал действия властей в отношении хиджаба. Многие пользователи считают, что власти хотят наказать женщину за действия ее сына. Ранее Шерзод Мамаджонов заявлял, что его мать неоднократно вызывали в милицию, требуя, чтобы Шерзод вернулся на родину. Блогер заявил, что лица, близкие к правительству, сообщили ему об условиях освобождения матери из-под стражи. Они говорят, что маму освободят при условии, что, во-первых, я вернусь в Таджикистан, и, во-вторых, раскаиваюсь в содеянном. Об этом писали представители властей в своих фейковых страничках в Фейсбуке и Ютубе, говорит Шерзод. Проверить правдивость этого утверждения не представляется возможным. Власти заявления блогера не комментируют. Правозащитные и оппозиционные организации неоднократно критиковали власти Таджикистана за то, что родственников оппозиционеров доставляют в отделы госбезопасности и милиции, где их под давлением и угрозами заставляют записывать обращения против своих близких, находящихся за рубежом. Официальная Душанбе критику, конечно же, отвергает. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, как долго это будет длиться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!